بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Мы сегодня с вами хотим прочитать и посмотреть комментарии суры, там аяты из суры Хадид, сура Железа, да, называется, 16 и 17 аяты. И в этом аяте Аллах говорит: «Алам я'ни лилладина аману ан тахша кулубум ли зикриллах, وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون». Аллах говорит: неужели не пришло время верующим, мусульманам, чтобы их сердца смирились, для чего? При упоминании Аллаха. وما نزل من الحق, и тому, что той истины, которая пришла от Аллаха, это Коран, да? ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل, и пусть они не будут такими, как пусть с ними не случится то, что случилось с теми людьми Писания, которые были до них. فطال عليهم الأمد, проходило долгое время между ими и их посланниками. فقست قلوبهم, и их сердца очерствели, окаменели. وكثير منهم فاسقون, и многие из них стали нечестивцами. И Аллах говорит: знайте, Аллах оживляет землю после его смерти. Мы так вам ясно разъяснили аяты, может вы поразумеете. В этих аятах мы хотим немножко сегодня с вами почитать и поразмыслить над смыслами этих двух аятов. В общем, в этом аяте говорится, чтобы Аллах остерегает своих рабов, чтобы у них сердца не стали, не окаменели. Потому что один из ученых говорил, Малик ибн Динар, «Мадурба абдун би'укубатин а'зам мин касватил кальб», самая большая беда, которая приходит рабу, это та беда, когда его сердце начинает окаменеть. Когда его сердце становится жестким, когда его сердце становится уже, начинает мертветь. Поэтому это самая большая беда, говорит. Это бывает, оказывается, и мусульманами, потому что сердце некоторые ученые делят в 3 вида. Говорят, что сердце живое, целое сердце, кальбун салим это называют. Это сердце, которое дает счастье в этой жизни, это сердце, которое спасает человека в судный день. Потом Аллах в Коране сказал: «Йома ла янфа валя банун илля ман ата Аллах би кальбин салим». В тот день человеку не поможет ни его имущество, ни его дети. Кроме того, спасен будет тот, кто пришел, с таким чистым сердцем. Второе сердце, это бывает мертвое сердце. Это сердце неверующих людей, которые не хотят думать про Бога и не хотят думать про судный день. Они только живут всей этой мирской жизнью. Их жизнь иногда похожа на жизнь животных, которые тоже кушают, пьют, умножаются и только наслаждаются, но дальше они не думают, что произойдет с ними после их смерти. Их называют мертвым сердцем. Поэтому в достоверном хадисе от муслима пророк Мухаммад говорил: пример человека, который поминает часто своего Господа, и пример человека, который не поминает своего Господа, это пример живого и мертвого человека. Человек, который не поминает своего Господа, это все равно, что мертвый человек. Просто ходящий мертвец, получается. А человек, который поминает Аллаха, он живой человек. Потом еще третье сердце, это, сердце кальбун маридун, с болезнью. Это может быть у лицемера, с неверием он заболел. Или это может случиться и с мусульманином, может из каких-то грехов, может он как ослаб, а у него иман. Потому что мы, как знаем, нам объясняют ученые Ахли Сунны, иман это такая вещь, язиду биттаа, она усиливается поклонениями, хорошими делами, и она слабеет грехами, грехами она начинает слабеть. Поэтому в этом аяте говорится о сердце. И Аллах говорит: не станьте такими, которые были до вас. Это люди Писания, да? Им тоже приходило посланники, у них тоже были книги от Аллаха, от Бога. Поэтому в Коране их называют
людьми Писания. Ахль Китаб. Почему? Потому что Аллах им посылал книг. Это имеется в виду Таурат, который был послан через пророка Моисея. Это имеется в виду Библия, которая была послана через пророка Иисуса. Но проходило время, они начали забываться об этих вещах, перестали бояться Бога. Уже им, скажем, которые аяты из Библии, скажем, аяты из Торы, на сердца уже не действовали. Они как бы забыли изречения, они забыли как бы напоминания своих посланников, и проходило время потихоньку, от них только остался только имя. Только имя, что они верующие люди. А в делах, в сердцах они были уже очень далеки от религии Аллаха и начали совершать очень грешные дела. Поэтому бывает так, что человек, мусульманин тоже уверует. Может, у вас многие знают, когда первый раз он уверовал, когда он первый раз как бы пал ниц, саджда, земной поклон, что чувствовало его сердце. И потихоньку время проходит, вдруг замечает, что в сердце такие чувства уже не приходят. Оказывается, сердце иногда грязней, и как бы уже его смиренность уменьшается. Поэтому Аллах в этом аяте говорит: неужели не пришло время верующим, чтобы их сердца смирились при упоминании Аллаха? Аллах описывает верующих людей в Коране как? Аллах описывает в Коране: «Иннамаль му'минуна алладина», воистину верующие, кто они такие? «Ида зукир Аллах», если как бы будет упомянуто Аллах, «Ваджидат кулубум», у них в сердцах появляется страх. Это как бы один из, скажем, свойств верующего человека. Поэтому он просто так не стоит. Когда упоминается Аллах, судный день, рай, ад, у него сердце обязательно что-то чувствует. Но бывает так, что проходя время, у человека сердце начинает черстветь, и может он взять много вещей, забывает об этих вещах. Поэтому мы часто, когда читаем намаз, мы часто читаем суру Фатиха, да? И в этом суре просим, чтобы мы не заблудились, как эти две общины, у которых была книга, у которых были посланники, как христиане, как иудеи, да? У них тоже была религия, у них тоже была книга от Бога, у них были посланники, но они заблудились. Кто-то пал в гнев Аллаха, кто-то заблудился, и мы часто просим Аллаха, чтобы мы тоже не попали в гнев Аллаха, после того, как нам Аллах не сослал нам книгу и посланника, чтобы тоже не заблудиться. Оказывается, со временем даже человек не будет замечать, как потихоньку, со временем у человека сердце иногда иман слабеет. Это бывает много причин. Одной из причин, когда они боятся судного дня, очень мало делать зикр Аллаху и как бы всегда забывать о своих грехах и искать грехи чужих людей. Из этих вещей как бы человек, как бы у него сердце начинает черстветь. И мусульманин всегда должен знать, всегда должен думать, должен всегда смотреть на свое сердце. Потому что пророк Мухаммад Мустафа сказал в своем достоверном хадисе: «Инна фил джасади муд'атан», знаете, что в теле человека кусок мяса, и да салахат, если он будет как бы исправлен, хорошим, салаха сайру амалихи, у этого человека будет все, дела будут правильными. Если этот кусок мяса будет правильным, тогда у него все дела будут правильными, слова, дела будут правильными. Ва ида фасадат, если кусок мяса как бы станет нехорошим, плохим, тогда у него слова и дела начинаются становиться плохим. Аля вахьяль кальб, знаете, это сердце. Так нам сообщил пророк Мухаммад. Поэтому часто уделять внимание человеку на свое сердце. Мы знаем, когда к нам в гости кто-то приходит, в дом будет приходить, в гости кто-то приходит, мы очищаем те места, куда могут попасть глаза наших гостей. А Аллах всегда видит наше сердце. Каждый момент Аллах видит наше сердце. Мы должны держать сердце так, каким мы хотим, чтобы Аллах его видел. И многие люди ошибаются, когда они хотят, чтобы у них положение изменилось к хорошему, и ждут изменения снаружи, да, а не изнутри. Скажем, о многих, например, кто очень мало поминает Аллаха, или, скажем, кто не делает поклонения, они часто так думают, да?
Вот нечаянно иду, споткнулся, и какой-то на кувшин споткнулся, и там полный золота, и стал богатым в один день. Ну, так и мечтай, да? Это просто мечта. Или как бы девушка стоит на дороге, думает, вот сейчас какой дорогой джип крутым номером остановится, попросит дорогу, потом мне посмотрит, влюбится в меня, и я вот все стану как бы женой богатого, красивого одного юноши. И все у меня поменяется к хорошему. И так они думают, и ошибаются сильно. Потому что Аллах в Коране сказал, «Инна Аллах ла югайру ма би каумин хатта югайру ма би анфусихим». Аллах никогда не изменит положение тех людей, пока они сами изнутри не изменятся. Поэтому счастье начинается изнутри, из сердца. Оно не проходит снаружи. Оно не проходит снаружи. Оно начинается от самого человека. Поэтому человек всегда должен сам себе поменять, если он хочет, чтобы у него положение поменялось. А не ждать от другого, чтобы они ему поменяли его положение. К этому аяту есть одна история, которая касается к этому от предшественников. Может, вы знаете, был человек по имени Фудель ибн Аяд. Многие его знают как богобоязного человека, да? Как имама двух священных мечетей. Его назвали Хадим аль-Харамайн, как слуга двух святых мечетей. Это имеется мечеть в Мекке и мечеть в Медине, мечеть пророка Мухаммада ислама. Он был имамом в этих двух мечетях. И он не говорил, что он имам, он говорил, я слуга этих двух мечетей. Он там служил, и он был очень богобоязный человек. Люди часто видели у него на глазах слезы, как бы ему нравились его как бы, скажем, проповеди. Как бы в начале своей жизни этот человек был разбойником. Как он сделал тауба? Как это с ним произошло? Он был таким разбойником, что все люди его боялись. Он делал все, что хотел. Воровал караван, забирал, что ему нравился. И в один день, в один ночь, у него была как бы с одной женщиной как бы встретиться. И он ночью идет к этой женщине, и через какие-то заборы перешагивает, ему все равно, да, прямо идет. Не смотрит ни на какие, по дорогам не идет, потому что никого не боится, ни собак, ни людей, никого. Никто его не пугает, а он сам всех пугает. И он ходил как по прямой и шел. Забор, он перепрыгивает все. И в середине ночи он шел к этой женщине, которую он любил. Но у них не было никак. Это было, он шел на грех. Человек, который не боится Бога, он не боится греха, да? Он шел на грех, и когда он перешел через один забор, в середине ночи услышал голос человека, который читает Коран. Этот юноша читал Коран, в середине ночи он читал тахаджуд, да, ночной намаз. В этом, он в намазе читал как раз эту аят, 16-17 аят, «Алам я'ни лилля заман ташакуль мизикрилля». Неужели не пришло верующим людям, чтобы их сердца смирились при упоминании Аллаха? Когда он услышал эти аяты, у него в сердце вошло страх сильный. Он начал идти назад. Он сам себя как бы потерял. Он как бы отказался от своего этого греха. Снова перешел через забор и сделал большой тауба, очень долго плакал и говорил Аллах в своем таубе: «О Аллах, я сделаю свою таубу возле твоего дома», имел в виду Каабу. И он туда ушел, сделал переселение, и он там делал очень много как бы поклонений, ходил с хорошими людьми, искал знания, и в конце концов его как бы тауба один Аллах знает, не думаю, что принялся, и он стал из хороших людей, из ученых, которые все его любят. Но причиной его тауба стал только этот один аят. Этот человек был разбойник, он шел к грехам. Но что можно говорить тогда о нас, которые каждый день читаем намаз, несколько раз делаем поклонение своему Господу, и мы каждый день читаем эти аяты из Корана. И они тоже нам должны как бы какое-то полезное влияние сделать. Потому что Аллах в Коране сказал: «Вадаккир фаинна дикра танфа му'минин». Упоминайте, воистину упоминание дает пользу верующим людям. И он сделал после этого тауба и стал как бы одним из хороших людей. Самое большое мы должны знать — это богобоязненность. Как бы твой авторитет, твое уважение не из-за того, что у тебя много знаний, не из-за того, что у тебя крепкое здоровье, не из-за того, что у тебя много денег, не из-за того, что ты красивый, не из-за того, что у тебя хорошая одежда, не из-за того, что это как бы у тебя скоростная машина.
уважение к тебе придет от твоей богобоязненности. Если у тебя много богобоязненности, тогда ты уважаемый человек, как бы получается. Потому что Аллах в Коране говорил: «Инна крамайна атқакум», уважаемые из вас те, которые богобоязненные. Кто больше боится Бога, у него как бы много будет уважения от Аллаха. Поэтому человеку надо часто к этим вещам уделять внимание. Еще есть от предшественника такой случай, Абдулла ибн Мубарак. Это Абдулла ибн Мубарак и Фудель Аят, который мы только произнесли его имя, который сделал большой тауба, они жили в одно время. Абдулла ибн Мубарак, он тоже был очень известный человек. Люди его очень сильно любили. В один момент был с ним его как бы друг, его звали Касим ибн Мухаммад, говорит: я с ним был в пути, говорит, у нас был долгий путь, говорит. И часто про себя думал. Вот смотрю, Абдулла ибн Мубарак, я с ним в пути уже долго нахожусь. И думаю, почему люди его любят? Почему у него такая большая известность? Почему люди всегда приводят его в пример? Почему люди хотят от него берут пример? Я все смотрел на его дела, вроде ничего так лишнего нет. Он читает намаз, говорит, мы тоже читаем намаз. Он постится, мы тоже постимся. Он сделал хадж, мы тоже делали хадж, говорит. Он воевал в пути Аллаха, мы тоже воевали в пути Аллаха. Но почему-то люди его любят. Его известность стала больше. Я об этом всегда, как бы этот вопрос у меня был, говорит, в этой пути, говорит. И в один момент мы, когда направились в Сирию, мы как бы остановились у одного мусульманина дома, когда там сидели, в то время не было такого света, да, через электричество, там было свечи. У нас была свеча, говорит, и свеча потухла. Чтобы зажечь эту свечу, хозяин дома его взял и пошел к другому дому, чтобы сжечь эту свечу снова. И была полная темнота. Мы ждали, кто-то делал зикр, кто-то сидел, пока свеча пришло, там прошло немало времени, потом хозяин дома пришел, свеча уже как бы и поставил эту свечу на стол, говорит, тогда я увидел, что лицо Абдулла ибн Мубарака было мокрым от слез. Мокрым от слез, тогда я понял, почему у него такое как бы высшее положение, потому что он был богобоязненный. Потому что слова это всего лишь слова, а богобоязненность это и есть наивысшее знание, которое у человека есть. Поэтому мусульман всегда как бы должен смотреть за своим сердцем. И как бы об этом есть хадис Абдулла ибн Масуда говорит, этот аят был послан после пророчества Мухаммада после 4 года. Это было послано в Мекке. Это обращение получается к кому? Мусульманам. В период Мекки не было мунафиков. Они были все мусульмане. Мунафики появляются, когда мусульман становится много. Когда мусульмане набирают силу, в тот момент появляются лицемеры, да? А когда мусульманам очень плохо, тогда лицемер не бывает. Потому что потом жить с исламом трудно, поэтому с ним живут только те, которые истинно уверовали в Аллаха. Лицемер не может, в трудный момент он убегает. И как бы этот аят направлен был тем мусульманам, которые жили в Мекке, которые в трудный момент могли устоять. Если Аллах им говорит, неужели не пришло время верующим людям, чтобы их сердца смирились при зикре Аллаха, тогда нам еще больше надо самим собой работать над своими сердцами. Еще, что такое, когда человек окаменеет сердце? Хасват кальб, да? Окаменение сердца. Ученые разъясняют так. Окаменение сердца, говорит, зихабуль лин, когда от сердца уходит мягкость. Вар-рахма, от сердца уходит милость, милосердность уходит, скажем, да. Валь-хушук и богобоязненность, смиренность. Это означает, что у человека сердце начинает окаменеть. Если эти качества от человека уходят. Поэтому как бы многие думают, грубость, сила, как бы грубость там, это как будто сила думает. Но честно говоря, большая сила это мягкость, милосердность. С ним многие достигают. Например, мы многие знаем, да? Может, все жили из нас многие, когда вот курица, у нее появляются цыпленки, а сама курица, она слабая, да? Боится кошки, боится собаки,
Кошка нападает, она убегает. Собака нападает, она убегает. Но когда у этой курицы появляются цыпленки, что с ней становится? Этот курица от любви своим цыпленком готов подраться с собакой, готов подраться с кошкой. Поэтому милость – это сила. Это делает человека сильным. Поэтому это очень сильно нужно, потому что сейчас и так-то грубости на земле очень хватает. Сколько жесткости на земле, сколько злости на земле. И самая уже мягкость, милосердность, это стало очень, скажем, малые вещи, в котором все люди нуждаются в этих вещах. И наш пророк Мухаммад Мустафа, он был тоже таким мягким человеком, да, милосердным человеком, как Аллах в Коране написал: «Хабима рахмати мин Аллахи линта лахум». Одно из милосердий Аллаха тебе, нашему пророку, что был говорит: линта лахум, ты мягкий с теми, которые находятся возле тебя. Потом Аллах говорит: «Уляу кунта фаззан гализал кальб», если бы ты был бы грубым, и твое сердце было бы жестким, лан фадду мин хаулик, тогда бы люди от тебя убегали бы. Поэтому многие думают, грубостью можно держать своих друзей. Нет, честностью, с мягкостью, милосердием, пониманием человек держит вокруг себя людей. Поэтому это очень часто нужно людям об этих вещах. Поэтому религия Аллаха такая: если ты живешь по религии Аллаха, обязательно достигаешь счастья. Это не может быть, что человек живет по религии Аллаха и становится несчастным. Это невозможные вещи. Поэтому, когда человек живет с религией Аллаха, он обязательно находит счастье внутри себя и вокруг себя. И Аллах говорит, что пусть не станьте как люди Писания, которые проходило время, потом у них сердце очерствели, да? Стали как камень, проходя время. Когда мусульманин тоже уверовал в Аллаха и проходит время, он уже не посещает, где делается зикр, он уже не размышляет над аятами Корана, он для него знание, он берется для соревнований, а не для понимания, чтобы для спора, а не для богобоязненности. Тогда начинает сердце каменеть у человека сердце. Поэтому, если взять для нас самих пример сподвижников, как мы их видим, да? Например, Умар ибн аль-Хаттаб, он когда слышал аяты Корана, как он менялся. В одном истории говорится, что Умар ибн Хаттаб, когда на своем осле проходил через одного чтеца Корана, который читал аяты суры Тур, когда он говорит: «Инна адаб роббика лаваки, амалаху мин дафир», и наказание твоего Господа обязательно наступит, и ничто его не остановит. Когда он услышал эти аяты из Корана, Умару так стало плохо, он так сильно плакал и вернулся домой, и не смог стоять на ногах, и лег в постель. После этого, говорится, он месяц болел. А знаем, кто был Умар? Он был очень храбрый человек, но у него было мягкое сердце перед аятами Корана. У нас мы храбрые перед людьми, скажем, да, и храбрые перед аятами Аллаха. Это храбрость перед аятами Аллаха, это нехорошее качество. Надо всегда быть смиренным перед аятами Аллаха. И даже сын Умара, Абдуллах ибн Умар, когда он читал из аяты Корана, который касается ада, он так сильно плакал, и друзья, которые вокруг него ходили, говорили: если кто-то не знал Абдуллах ибн Умар, и если бы он пришел бы из другой местности в Медину, если увидит Абдуллах ибн Умар, как он плачет, он бы мог подумать, этот человек больной человек. Но он не был больной человек, он просто боялся того дня, когда придется стать перед Аллахом. Поэтому сердце человека – это важное место. Если там меняется, тогда у человека слова, дела, все они тоже вместе начинаются меняться. Может быть, все смотрели по интернету одну программу, в котором человек, который не может ходить, у которого руки не работают, он очень как инвалид. Когда его позвали в студию, но он был человек богобоязненный, верующий, единобожник.
И он, несмотря на свое положение, на свою инвалидность, он как бы еще призывал людей к религии Аллаха, да? К религии Аллаха. Но его позвали в студию. Когда ты слышишь его слова, каждое третье, каждое четвертое слово у него говорится «Альхамдулилля, Альхамдулилля, Альхамдулилля, хвала Аллаху, хвала Аллаху». Он находится в таком положении, его каждое третье, четвертое слово «Альхамдулилля». И он доволен Аллахом, потому что он нашел счастье. Это в сердце. Может, у него тело инвалида, но у него сердце как бы целое сердце. Но наоборот, мы видим очень много людей, которые тело нормальное, но сердце инвалиды. У этого человека, когда позвали в студию, с ним поговорили, он рассказал одну историю, после чего те, которые находятся в студии, все заплакали, и думаю, которые не находились в этой студии, тоже плакали. В котором он говорил, просто спросил от тех людей, которые сидят вокруг него, которые сидят в студии, говорит, что вы думаете, вот человек, я инвалид, говорит, я в таком положении, ну, хвала Аллаху, это так получилось, говорит, но я доволен со своей судьбой, говорит, у меня только одна мечта, говорит, у меня есть мать, у меня нет руки, я просто хочу обнять свою мать и не могу это сделать. Я люблю свою мать, и мне очень трудно, когда вижу, что моя мать грустная сидит, мне проще хочется встать и как бы порадоваться мать, обнять, но я не могу, у меня нет руки, говорит. Теперь у меня вопрос, говорит, он поставил вопрос людям, которые сидят в студии. Что бы вы сделали, если 5 дней не смогли ходить в туалет? Они так не ожидали такой вопрос, когда говорят, может мы попьем обезболивающее, примем обезболивающее, говорит, ну ладно, обезболивающее, как он вам поможет? Но если вы 10 дней не сможете пойти в туалет, что вы сделаете? Тогда люди так смотрели, потом отвечают, ну тогда нам придется пойти в больницу. А что вам доктора сделают? Ну, что сделать? Может сделать операцию, спасут нас, говорит. А вы знаете, говорит, я вхожу в туалет только через 10, иногда бывает через 12 дней. Я не могу. Я в таком положении инвалид, говорит. Только через 12-10 дней. И думаете, мне каждый раз идти в больницу на операцию? И знаете, как я это все делаю, говорит? Это у меня мать, говорит, своими руками очищает все, что у меня собралось. Говорит. Подумайте, кто такие вещи могут сделать, кроме ваших матерей. Вот иногда говорит, мне так грустно, когда я вижу, что матери становится грустно. Я просто не могу, мне хочется просто встать и обнять свою родную мать, которая мне может, живет ради меня. Ну, он говорит, но было, оказывается, есть хуже вещи, говорит. Был такой случай, когда я сидел в студии и рассказал про свою историю, и как мне помогает моя мать, говорит. Кто-то позвонил в студию, и как бы женщина и хотела задать вопрос мне. И мой друг как бы поднял трубку и слушал вопрос этой женщины. Тогда женщина говорила, может у тебя есть мать, и ты хочешь обнять свою мать, но у тебя нет руки, чтобы обнять твою мать, говорит. Но я женщина, я тоже мать, говорит. У меня есть несколько сыновей, говорит. У всех есть руки, говорит, но они не посещают меня. Но они никогда не обнимали меня и не приходят ко мне, потому что у них есть руки, но у них нету сердца. Нету сердца. Вот что означает, как бы, когда у человека начинает окаменеть. Поэтому как бы в этой жизни мы очень нуждаемся в мягких сердцах, милосердных сердцах, богоязненных сердцах, которые всегда стремятся друг к другу. Какая хорошая картинка, когда ты видишь мать, которая взял своего ребенка в грудь, обнимает, гладит по голове, разговаривает. Какая красивая картинка, а какая грустная картинка, когда ты видишь ребенка в доме сирота, которая спит, но ему не спится, и она плачет, ждет своего отца, или в первую очередь ждет своей матери, но мать не приходит, и как бы вся подушка в слезах, потому что там не было, потерялось это милосердие. Как красиво, когда ты видишь отца, работал до вечера, в морозе, в жаре, устал, пришел, дома у него дети, дочеря, сыновья, думал об этих вещах, возвращался домой, после работы уставший, и он как бы подумал о своей жене, о своих детях, и купил что для себя детей. Может лимонад, что-то, может сладкое, конфетку какой. Приходит домой, и как бы дети довольны, как бы навстречу отца, папа, и он как бы раздает конфетки, эти дети, какая красивая картинка.
А какая грустная картинка, когда пьяный отец заходит в дом, и дети убегают от своего родного отца. Как-то кажется, снаружи мы как будто люди, но иногда делаем такие вещи, которые даже не делают сами животные. Как бы курица защищает своего цыпленка, а люди, так как двумя ногами, вроде все нормально, бросают своих детей, дом сирот, бросают своих отцов и матерей, дом престарелых. Это не из-за того, что у них нет материальных возможностей. Это не из-за того, что у них нет дома или что-то накормить своих отцов, накормить своих детей. Это из-за того, что не хватает у них на сердце этого милосердия. Поэтому наш пророк Мухаммад был такой случай, что приходит один сподвижник и видит, как посланник Аллаха обнимает маленьких детей, целует. Он удивился к этой, смотря эту картинку и говорит: о, посланник Аллаха, у меня 10 детей есть, но я когда в жизни не обнимал этих своих детей. На что пророк Мухаммад обиделся и сказал: ман лам ярхам ла юрхам. Кто не милосерден, он не находит от других милосердия. Что поделать, если Аллах отнял от твоего сердца это милосердие? И всегда, когда тебе сердце становится тепло, потому что жизнь всякая, да? Жизнь была и хорошая, и плохая, когда тебе сердце становится тепло, когда видишь, с кем-то что-то случилось. Может, человек попал в аварию на дороге, которая часто у нас случается, да? И вдруг видишь, другие машины останавливаются и бегут к нему на помощь. Не знают даже его имя. Идут, открывают дверь, помогают, хотят его вывести из этой машины. И это, видишь, но бывают такие случаи, что люди проходят от других людей, ничего не замечая. Даже если по дороге идет инвалид, он готов его толкнуть и пройти. Его не интересует, он такой горделивый человек, и честно говоря, он сам себя губит. Поэтому мы должны всегда просить у Аллаха, чтобы Он дарил наши сердца эту великую иман и милосердие, и чтобы мягкость, чтобы богобоязненность. Только эти вещи спасают человека. Мы с этим не только спасаем самого себя, и мы спасаем других людей тоже. Как мы уже говорили, какая будет красивая картинка, если муж и жена сидят за дастарханом, и муж взял какой-то кусок той пищи, которую он кушает, взял и преподнес губам своей жены, говорит: покушай. Они радуются и кушают. А какая плохая картинка, если муж такой злой, пришел, ударил по щекам своей жены, и жена плачет, которая и не знает, откуда найти защиту от своего грубого мужа. Поэтому в этой жизни всегда нам нужны эти вещи. А теперь от чего сердце человека становится таким каменным? Что сделать, чтобы излечить эти сердца? Мы хотим к этим вещам немножко остановиться. Первое, что если мы хотим, чтобы наше сердце не стало каменным, это часто читать Коран. Так и здесь упоминается, потому что 17 аят Аллах что сказал? «И'ляму, знайте, анна Аллах юх'ил арда ба'да маутиха». Аллах оживляет мертвую землю дождем, да? Сказать дождь и оживляет мертвую землю. Мы так вам ясно разъяснили наши аяты. Ла'аллакум та'килун, может вы поразумеете. Из этого многие ученые делали такой комментарий. Аллах оживляет мертвую землю дождем. Вот сейчас зима, земля мертвая, над ним снег. Завтра придет, иншаллах, весна, если доживем до этой весны. И увидим, какая будет красивая земля, да? Там травы, цветы, дерево, все зеленеет, оживляется, становится еще красивее. Сейчас еще как будто черно-белая на все на улице, а завтра будет как будто цветная земля. И Аллах оживляет эту землю. И ученые говорят, как Аллах оживлял эту землю дождем, так Он оживляет мертвые сердца аятами своими словами. Поэтому надо читать Коран, размышляя над ними, думая. Это одно из вещей, чтобы лечить свое сердце. Это первое.
И второе, делать очень много зикр, много упоминать Аллаха. Когда ходишь, не трудно, да, сказать, ля иляха илlallah, субханаллах, слова астагфируллах, много этих вещей. Делать зикра, это тоже как бы смягчает сердце человека и дает успокоение. Аллах в Коране говорит, алладина аману ва татмаину кулубухум бидикриллах, аля бидикриллахи татмаину кулуб. Сердца верующих, они находят успокоение при зикре Аллаха, при упоминании Аллаха. Знаете, при упоминании Аллаха сердца верующих находят успокоение. Поэтому надо делать очень много зикра. Очень много зикра. Мы иногда видим некоторых людей, это во многом на советское воспитание, да? Просто так человек не ходит, да? Всегда что-то говорит, там. Бывает, даже видишь человека, дома что-то делает, может, сервант чинит, или телевизор чинит, или дверь чинит, и он какую-то песенку поет. Даже, не знаю, поет часто. Молча не ходит. Но как было бы красиво, если ты делал зикр. Еще за это получаешь вознаграждение. Потому что каждое слово, которое вышло от твоего уста, оно оставляет пользу или вред в твоем сердце. Просто так не входит. Просто так не бывает. Поэтому много зикр это дает человеку как бы много блага. Еще в одном из хадисов, в котором уже прямом говорится, пророк говорит, «Ида аратта талина кальбик», если хочешь, чтобы твое сердце стало мягким, говорит, напрямую хадис, да, уже говорит. Что сделай, говорит, пророк говорит, «Ат'аймил мискин, корми бедняков». Корми бедняков. Потом что сделай? «Вамсах расаль ятим», погладь по голове сироты. Сирот, по голове сирот. Гладь по голове сирот. Эти вещи, нам кажется просто так, но если эти вещи будем делать, обязательно в сердце придет мягкость. Я знаю таких людей, как по имен знаю, когда мы были в Алмате, мы пошли в дом сирот, где маленькие дети были. И что интересно, я видел такую вещь, как у казахов есть такая пословица, да? Алтынның қолда бар да, қадір жоқ. Когда золото у тебя есть, пока ты не знаешь его цену, пока не потеряешь. Многие, к сожалению, мы, как казахи, говорим, мы мусульмане и все, ограничительными словами. Но иногда видишь людей, которые принимают ислам от другой религии, от христианства или от другой религии, они начинают придерживаться ислам посерьезнее, потому что они как бы пришли в эту религию с истиной. И был такая, там мы пошли, с нами был один немец, который принял ислам. Раньше был христианином. И он принял ислам в Германии. Его принятие ислама очень интересный. Мы все находимся в доме сирот. Но когда этот человек, который пришел сын, говорит, я сильно заболел, мне было срочно сделать операцию, я пошел в Германию, это операция только могла сделать в Германии. И тогда я пошел, там нашел своего друга, я его, как, свое собственное имя забыл, но его новое имя сам себе поставил Абдулла, этот немец. Потом, говорит, уже мне надо было, операция была очень серьезная, потому что там можно, как бы, шанс было очень мало. И мне так стало страшно, говорит, этот человек, у него была возможность, у него был авторитет, он так сильно заболел, говорит. Потом я с собой, как бы, прихватил книгу, перевод Корана, говорит, чтобы почитать, чтобы чуть-чуть быть поближе к своему Богу, говорит. Но тут пошел, моя болезнь еще сильно усилился, я уже не смог держать книги, не смог читать, пошел в подвал, этот друг говорит, Вовка его назвали, вспомнил. Говорит, Вовка, ну ты почитай, я буду послушать. Что почитай? Ну, Коран, говорит, почитай. Ну как? Ну, читай. Он говорит, ну, вдруг болит. Он сам был христианином, он говорит, ну ладно, почитаю. Он взял Коран, он читает, я просто слушаю. Я хочу просто приблизиться к Богу, потому что, как русская пословица, да, падающий самолет атеист не бывает. Ему стало плохо, сразу про Бога вспомнил он. И он говорит, что случилось, говорит, думал, это я боюсь Бога, а получилось наоборот, говорит. Вовка начал читать Коран, Альхамдулиллахи Раббил Алямин, и там, ну, на русском он читает, да, первые аяты. Они оба арабские не понимают, говорит, вся хвала Господу миров, милостью милосердным, он начал так читать, говорит, и на следующий день читает, еле читает. На третий день читает и плачет, говорит, ты что плачешь, ему говорит? Ты же христианин, говорю, я мусульман, я же не плачу.
мне еще хуже, что ты плачешь? Говорит, я не могу держать слезы. И он принял ислам, субханаллах. И он, когда пришел в Казахстан, мы все вместе посещали дом сирот. И была такая интересная случай. Сидим, этот человек, после того, как выздоровел, у него было имущества много, он пришел в дом сирот и раздавал милостыню. Ну, мешки с чем-то, там мясо приносил. И с ним это Абдулла, Вовка тоже пришел. Но когда мы сидели, нам маленькие дети там были, попросили, чтобы что-то рассказать от религии для них. Мы сразу согласились, посидели и рассказали им про ислам. Когда рассказывали, смотрю, Абдулла, который сидел, он все-таки белый человек, да, с белой расой. И в этом детском дому были русские мальчишки маленькие. Они что-то почувствовали свое. Ну, белые, похожие, да, глаза там, синие. Что-то. И эти русские мальчики вокруг Вовки так собрались. Оказывается, у них еда есть, одежда все есть, их кормят, их одевают. Но они очень сильно нужно было просто милосердие. Когда Вовка собрался, он по этому по голове гладит, этому по голове гладит. Когда он 2-3 раза погладил по голове, они просто уснули. Уснули прямо на ноге. Потом мы посидели, уже ребята спят. Они сыты от милости. Спят. И он сидит там, радуется, смеется, гладит по голове. Потом мы уже пришло время уходить, и друг говорит, эй, что сидишь? Давай пошли. Ну, друг ему говорит. Ну, дети уснули, спят. Ну, спят, ну, тут там есть кровати, все возьмут, посадят. Ну, пусть поспят немножко. Вы идите, а потом я приду. Говорит, а что ты там сидишь? Говорит, неудобно, дети спят. Ну, как, пусть поспят до конца. Я так посмотрел, ну, знаете как, это маленькие дети спят, да? Слюни от них рта делают. Потом посмотрел, было, мы встали, мы ушли. Потом чуть-чуть попозднее вышел. И этот человек потом что говорит? Мне потом говорит, знаешь, Дарин, говорит, ты же знаешь, как мы в детском доме были, говорит, это наш Вовка там, ребята там, мальчишки там на ноге спали, он не вставал, а потом пойдем, говорит, я думал, что так, мы там муку принесли, мясо принесли, пищу принесли, все, деньги отдали, мы добро делаем, что теперь будем сидеть, нянчить, что ли, ребят? Я думал так, говорит, раньше. Потом, когда я шел на машине, говорит, был один, говорит, что-то задумался, говорит. Мне пришло картина эта, как Вовка сидит с мальчишкой. И мальчишки спят, и как слезы текут от глаз немца Абдуллы. Потом вдруг говорит, вдруг если я умру, если моя жена умрет, и наши дети останутся сиротами, и придется их отдавать в дом сирот, и тогда придет этот человек, как Абдулла, и возьмет мои дети, уснут у него на коленях. И этот человек говорит, пусть доспят. Я тогда остановил машину и плакал. Просто мы нуждаемся в этих вещах. Все как бы и так-то этой грубости на земле хватает. Как бы это еще одно делает благо, как бы гладит по голове сирот, чтобы сердце смягчалось. Как мы еще говорили, много думать над аятами Корана. Мы знаем такую историю, когда во время пророка Мухаммада Мустафа саллаллаху Аллах, как описывал, да, мы в начале своих лекций говорим, верующих, воистину верующие, такие люди, которые, когда поминают Аллаха, у них сердца страшатся, говорит. Есть такой случай, когда пророку Мухаммаду Мустафа люди приходили, принимали ислам, из христианства приходили, принимали ислам, из многобожных приходили, принимали ислам. Их описывается в Коране, как они описываются? وَإِذَا سَمِعُوا, если они как бы услышат. إِلَى مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, если они услышат то, что было послано посланнику Аллаха. Что они услышат, значит? Что было послано нашему посланнику Аллаха? Аяты Корана. Аллах описывает, когда они услышат те аяты, которые были посланы посланнику Мухаммаду Саллаллаху, что случится? Аллах говорит, Таро, и ты увидишь. Что увидишь, говорит?
а'юнахум, ихние глаза. Какие глаза? Тафиду минаддам, которые переполняются слезами. Глаза со слезами. Почему у них слеза в глазах? Мимма арафу миналь хак. Из-за того, что они узнали истину. Понял, какая милость от Аллаха это Коран. Понял, какая милость от Аллаха, что это пришел посланник. У них были слеза на глазах. И что они говорят? Якулуна, ва якулуна, они говорят, Раббана, о Господь наш. Аманна, мы уверовали. Уверовали, фактубна машахидин. И сделай нас из числа свидетелей. Это были те мусульмане, которые у них, когда слышат аяты Корана, переполняются слезами. Поэтому мы, как уже говорили, читать и размышлять над этим Кораном, и кормить бедняков, потом гладить по голове сирот, еще наедине делать очень много зикр, потому что в достоверном хадисе от Аби Хурайры, который мы все знаем, кажется, «Саб'атун юзиллюхум Аллаху фи зиллихи, йома ла зилля илля зиллихи», будет 7, семеро людей, которых Аллах завтра будет в судный день держать в тени свою, в тени, когда не будет никого тени, кроме тени Аллаха. И одно из этих людей, кто будет? Закар Аллах, раджулун, это будет человек, закар Аллах, халиан, когда он вспоминает наедине, никого нет, Аллаха, фафадад айнаху, он плачет. Он плачет. Мы сами себя знаем, да? Если проходит время, проходит месяц, проходят годы, мы читаем Коран, еще у нас знаний становится больше, у нас аятов еще наизусть знаем еще больше, хадисов больше, но прошли месяцы, годы, у нас нету слез. Это надо пугаться, что у нас сердце начинает каменеть. Как это может быть так? Когда у Умара ибн аль-Хаттаб перед глазами были 2 линии из-за того, что много плакал, когда поминал Аллаха. Поэтому тоже от Тирмизи, тоже достоверный хадис, который сочел достоверным шейх Албани, в котором говорится, есть 2 глаза, говорит, айнани, есть 2 глаза, говорит, которого не будет достигать огонь ада. Одно из этих глаз, который айнун бакат мин хашатилля, который заплакал от страха от Аллаха. Плачет от страха от Аллаха. Этот глазам огонь не будет сжигать и не будет достигать. Это еще один вещь. Еще для того, чтобы наши сердца были смягчились, надо иметь хороших друзей. Потому что друзья тоже бывают разные, да? Как говорится в хадисе, «Аль-мар аля дини халилихи», человек на религии своего друга. Если твой друг очень сильный спорщик, проходит время, ты тоже становишься спорщиком. Если твой друг, скажем, занимается чем-то, ты тоже начинаешь заниматься этими вещами. Если твой друг мало поклоняется, потихоньку ты тоже начинаешь мало поклоняться. Но если у тебя есть друг, который боится Бога, это тоже будет влиять на тебя. Поэтому мы от своих друзей не только получаем знания, мы еще от своих друзей получаем нрав. Мы от своих друзей получаем еще богобоязненность. Как мы смотрим, как ученики Ибн Таймия говорил, что когда нам было очень плохо, мы когда чувствовали, что у нас сердца начинают черстветь, мы искали своего учителя, даже если у него не было времени, просто мы хотели молиться на том мечети, где он молится, просто снаружи посмотрев, как он читает намаз, как он просит у Аллаха, у нас поднималась вера. Это еще одно, иметь хороших друзей, которые много не сплетничают. Поэтому человек должен посмотреть на свое сердце. Если он всегда стремится к знанию, это хорошо. Если когда он читает аяты Корана и размышляет, у него появляются слезы на глазах, альхамдулилля, это хорошо. Когда говорится про ад, про рай, он начинает постоянно прислушиваться, это хорошо. Он когда видит бедняка, он хочет ему сделать что-то хорошее, это хорошо. Если он услышал, когда какой-то мусульманин заболел, он хочет посетить, альхамдулилля, это правильное сердце. Он услышал, когда есть какая-то сирота, он хотел пойти, поговорить,
погладить по голове, это хорошо, но если наоборот, если этот человек, ему лень вставать на поклонение, встает и читает очень-очень короткие суры, это уже плохо. Когда ему говорят про благо рая и наказание ада, он говорит, я-то знаю, я знаю, не очень слушает. А когда ему говорят про ошибки брата, он весь тело превращается в уши и начинает слушать. И стремится к этим вещам. Это плохо. Поэтому человек сам себя должен контролировать. Потому что самый первый враг мы сами себе. Поэтому если мы не сможем самих себя победить, мы как можем победить шайтана и врагов Аллаха? Пусть Аллах сделает так, что мы могли истинно идти по пути нашего пророка Мухаммада Мустафа, саллаллаху. И пусть Аллах нам всем сердцем даст милость, и чтобы через эту милость могли получить милость от Аллаха. Потому что в хадисе пророка Мухаммада Мустафа говорится, как бы «Ирхаму ман фил ард, ирхамук ман фис сама». Будьте милосердны тем, которые находятся на земле, имеется в виду людям. Тогда будет «Ярхамук ман фис сама», тогда тот, который на небесах, яни Аллах, помилует вас. Пусть Аллах сделает нам на сердце на такой милость, чтобы мы могли получить милость Аллаха. Субханак Аллах бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука.